Добрый день! Сегодня мы находимся в таком замечательном месте, которое называется Утрау. Очень много народу приехали на специальный семинар. Вот расскажите, какое событие сейчас идет и какова была цель организации этого мероприятия? Во-первых, меня зовут Айгуль Боязитова, я эвент-маркетолог, я человек, который организовывает бизнес-события, бизнес-мероприятия, то есть мероприятия, которые позволяют расти каждому предпринимателю, специалисту определенных сфер в рамках своей компании, в рамках своей деятельности. И сегодня у нас происходит, получается, первый летний бизнес-кэмп на тему недвижимости. Мы собрали уникальных спикеров для того, чтобы каждый человек мог понимать, в какой сфере ему развиваться, чтобы он мог рассмотреть различные бизнес-модели, чтобы он мог использовать это в своей работе и, соответственно, чтобы он очень быстро получал определенный доход. Да? То есть, и поэтому у нас и бизнес-кэмп назывался, что это эффективные бизнес-модели заработка на недвижимости. При этом мы пригласили тех спикеров, которые не теоретики, они практики. Они через это все прошли, они все это изучили. Они этой информацией сейчас готовы делиться. Они готовы обучать этому, да, для того, чтобы те ошибки, которые они когда-то совершали, новички на этом рынке, а возможно те люди, которые просто для себя хотят рассмотреть новые направления деятельности, чтобы они их просто избегали, да, то есть, так сказать, предупрежден, значит вооружен. Поэтому был такой первый тестовый, пробный, пилотный проект, как бизнес-кэмп. Мы планируем, что Эвент-Абад, это наш проект, будет продолжаться. Это проект двух специалистов, то есть меня как эвент-маркетолога и, получается, Анна Дорофеева, это эксперт по недвижимости, управляющий активами. Вот оттуда и пошло название Эвент-Абад. Это наши заглавные буквы. Когда мы начали переводить, вообще изучать, что означает слово «аббат», да, потому что оно вроде как бы так слышится об этом, рассказывают, в некоторых странах городах, название городов используют. С арабского языка, по-моему, с арабского, «аббат» переводится как «вечный», «процветающий», «развивающийся». И мы поняли, что на самом деле это то, к чему мы стремимся командой и к чему мы призываем не только население города Казани, нашей республики, но и других регионов. Потому что мы планируем, что эти мероприятия будут периодически и выльются в такой межрегиональный формат, с чем мы столкнулись и сегодня. Мы сегодня побывали на лекциях. У вас есть спикеры из Санкт-Петербурга, есть те, кто занимается рынком недвижимости в Турции. Как осуществлялся подбор? И назовите несколько имен среди ваших спикеров. Да, мы рассматривали несколько бизнес-моделей, да, то есть несколько экспертов для того, чтобы дать максимум полезной информации, разнообразной информации, чтобы у людей расширить видение, да, то есть появилось видение дальнейшего своего развития. Поэтому мы выбирали лучших экспертов, которые готовы делиться информацией. То есть мы пригласили Екатерину Фролову, да, которая свободно рассказывает и позиционирует себя, рассказывает про флиппинг и позиционирует себя как флиппер. Мы позвали лучшего риэлтора Ирину Зайцеву, да, то есть, и, соответственно, для того, чтобы она могла поделиться своими лайфхаками, своим опытом с нашими риэлторами. Мы позвали... У вас даже и вертолеты летают. Место очень привлекательное, популярное. Мы сегодня видели, что очень много отдыхающих на этой территории. Так что у вас очень интересный формат, который позволяет совместить отдых, наслаждение от природы на берегу Волги и еще и интеллектуальный какой-то контент. Вы сказали, что у вас еще впереди огромные планы. Какие планы? Не поделитесь с нами? Вообще, буквально недавно я стала официальным провайдером Игоря Мана по Республике Татарстан. И у нас запланирован его приезд в дневном формате. На его новую тему он будет выступать, это тема Growing. Это для того, чтобы люди максимально быстро уже
во время мероприятия, либо даже после него сразу же могли стартануть с лучшими инструментами, да, о которых он будет рассказывать. Помимо этого у нас в октябре также запланировано мероприятие по недвижимости. В ноябре также есть мероприятие, в декабре, поэтому мы планируем, что эти бизнес-мероприятия будут продолжаться в течение года. Мы понимаем, что сейчас летний период и все хотят отдохнуть, поэтому мы также продолжаем подготовку и будем ждать на наших мероприятиях. Как вы сами оказались в этой сфере? Какое у вас образование и почему эта тема для вас близка? Смотрите, получается, я закончила Лениногорское музыкально-педагогическое училище. Я вообще по профессии учитель музыки, так сказать. Вот. А после этого я закончила университет культуры. И долгое время работала в сфере культуры. Я проводила различного рода мероприятия. То есть, если изначально это были такие личные истории, да, то есть типа свадьбы, юбилеи, корпоративы, то в дальнейшем это все переросло в бизнес-мероприятия. Это открытие различных магазинов, это различные пиар-компании. Я долгое время работала в продажах, долгое время потом уже, понимая, что продажи без маркетинга далеко не уйдут, занималась развитием, позиционированием компании, да, то есть как маркетолог, и поняла, что именно event, то есть развитие, да, то есть это одна из событийный маркетинг, его по-другому называют, может раскрыть все мои компетенции, все мои навыки. И здесь уже это мероприятие не первое. В апреле у меня состоялось мероприятие по госзакупкам, то есть мы обучали поставщиков, как участвовать на тендерах, каким образом, какие фишки есть, какие лайфхаки есть, да, то есть с разной стороны. Сейчас это недвижимость, и дальше мы будем продолжать делиться полезным контентом. А всего вот сколько сегодня человек или компания приехала на ваше мероприятие? И какова география? То есть откуда, из каких городов они? Вообще, как бы изначально, как только мы сделали анонс, у нас откликнулись города Москва, Питер, Санкт-Петербург, Ижевск, Йошкар-Ола. Уфа очень сильно интересовалась, не знаю, прилетели или не прилетели в итоге, потому что географию мы сделали максимально простую регистрацию. Вот, Новосибирск прилетел к нам на это мероприятие. И, соответственно, наша республика Казань, да, город Казань, республика Татарстан, участники. По участникам могу сказать, что мы собрали больше 130-140 человек, наверное, с командой, с спикерами, с всеми, да, то есть площадка приняла. По крайней мере, по данным площадкам здесь было около 150 человек. Вы всем участникам дарите подарки, вот у вас там есть партнеры такие, целый стенд. В том числе среди подарков флешка вот с записью выступающих. Как у вас продолжается общение после проведения семинара с участниками? Поддерживаете ли вы контакт? С участниками? Ну, так или иначе, участники, побывав хоть раз на мероприятии, они начинают следить, да, то есть почему? Потому что мы очень тщательно вообще подходим к организации мероприятий. Здесь вы это отметите, скажете. Ну, да, великолепная организация, да. Слов нет. Вот. И, соответственно, получается, после мероприятия, да, мы встречаемся с партнерами, да, у нас идет определенный разбор с командой, да, что можно еще улучшить, как еще можно максимально дать полезности, дать возможности нашим партнерам, нашим участникам, да, и поэтому дальше мы также общаемся, дальше мы также продолжаем, то есть из одного мероприятия вытекает другое мероприятие. Мы на самом деле очень благодарны своим партнерам и благодарны участникам, которые присутствуют от одного мероприятия к другому. Ну, насколько я понимаю, вот Москва, Московская область, Санкт-Петербург и теперь Казань являются лидерами вот в сфере недвижимости. Как вы сами оцениваете потенциал нашей республики? Смотрите, то есть потенциал вообще Казань и Республика Татарстан, она потенциал, ну как сказать, наша республика, наш город, он инвестиционно привлекательный. И, соответственно, то, что в наш город, да, можно привлечь инвестиции, мы в этом не сомневаемся. Мы делаем для этого все возможное. Мы поэтому приглашаем различных спикеров, мы приглашаем различных участников для того, чтобы они понимали те возможности, которые открывает наш город, наша республика. И если сказать, что вот тема недвижимости, то это
тема, она так или иначе, ее касается каждый человек. Так или иначе, получается, каждый хотя бы раз в жизни. Он либо продает, либо покупает, либо делает ремонт, либо инвестирует. И эта тема, в моем понимании, она должна быть интересна, наверное, каждому. Вот. Я не являюсь экспертом недвижимости, я не являюсь инвестором, я не являюсь тем человеком, который вообще когда-то, возможно, конечно, не знаю, но на данный момент, что я буду работать с недвижимостью. Но тот потенциал, который дают наши мероприятия, тот потенциал, который дают мероприятия для участников, для партнеров, да, для их понимания, для их знаний, для их роста, это очень важно для меня. Почему? Потому что когда я начинала вообще ивент-маркетинг, ивент-события проводить, я для себя взяла такую миссию, что если развиваюсь я, то мое окружение должно также развиваться. Мои мероприятия должны нести максимум пользы. Когда буду развиваться я, то есть мое окружение развиваюсь я, и то есть вот эта воронка успеха будет закручиваться все больше и лучше. Ну вот хотелось бы отметить, что очень такая демократичная обстановка, великолепно все организовано, и с точки зрения фуршета, и с точки зрения расположения. Вот как состоялся ваш альянс с Утрау и с его сооснователем, который сегодня нам прочитал великолепную лекцию и сделал презентацию этого глэмпинг-центра, глэмпинга Утрау? Ну, вообще, когда выбиралась площадка, на самом деле был выбор между несколькими нашими площадками, да, несколькими локациями. Вообще, я изначально сказала, что летний формат, летний он не должен проходить в стенах города, в этих конференц-залах, да, чтобы это была расслабляющая обстановка, чтобы люди могли спокойно пообщаться, дышать свежим воздухом, летней прекрасной погодой. И, соответственно, это должно даже тема, информация должна передаваться максимально легко, чтобы даже там вот самый неведущий человек мог сразу же разобраться в этих бизнес-моделях. Вот. А с утра, да, мы приехали, мы несколько раз здесь побывали, мы снимали домики, мы делали видео-контент, и при этом мы всегда получали такое понимание, поддержку, да, то есть, есть определенные коммерческие взаимоотношения, о которых я, наверное, пока не буду говорить, да, то есть, по крайней мере, та концепция, которая в Утрау, она нам на самом деле пришлась по душе. Это и домики, и их возможности, это и стремления, да, то есть, и я понимаю, что даже когда мы весной приезжали, то есть это только строился этот остров в домике на воде, мы видели, как это все происходит, да, то есть нам они все показали, все рассказали. Да, ребята молодцы, они знают, что делать, они знают, куда стремятся, да, и то есть они понимают прекрасно, как продавать. И этому надо научиться. Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо.